Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Большой праздник. Рамзан Кадыров принял участие в открытии социальных и религиозных объектов Нажаюртовского района в рамках Биноевской весны. Чествуя героя. Состоялось театральное представление, посвященное 230-летию Байсангура Биноевского. Как прошло одно из ярких шоу Биноевской весны, смотрите в нашем выпуске. Ответственное решение. Абитуриенты могут подать документы 4 способами. В регионе началась приемная кампания абитуриентов в вузы. О сроках, методах и направлениях расскажет наш корреспондент. Фестиваль «Биноевская весна» был наполнен событиями. На разных площадках царил праздник и особенная атмосфера. В этот день в высокогорном Нажаюртовском районе состоялось открытие ряда объектов при участии Рамзана Кадырова. Материал с места событий подготовил Турпал Тайсумов. Нажаюртовский район ежегодно принимает огромное количество гостей в рамках проведения фестиваля народного творчества «Биноевская весна». Множество локаций с самыми разными развлекательными, спортивными и полезными программами привлекли колоссальное внимание. В честь праздника жителям села Биной приготовили подарок. Парк имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова теперь будет украшать живописную местность. Проводить семейные досуги здесь сможет каждый, а для любителей спорта есть соответствующая площадка. Руководитель субъекта пришел на открытие лично, вместе с членами семьи и соратниками. Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Глава администрации муниципалитета Асламбек Музуруев поблагодарил за подарок в такой красочный день. Чиновник отметил постоянное преображение высокогорного района благодаря команде, созданной первым президентом Чеченской Республики, Героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. Строительство было начато по инициативе внуков Ахмата Хаджи Кадырова, Ахмата Али и Адама. С именем Ахмата Хаджи Кадырова связано начало мирного созидательного процесса возрождения разрушенной нашей республики. Он был борцом за справедливость, которого невозможно было запугать или сломить на пути к победе. Ахмат Хаджи сплотил вокруг себя чеченское общество и начал строительство будущего, в котором нет места войнам и беззаконию. Его путь привел наш народ к миру, благополучию и процветанию. Мы будем помнить великие подвиги нашего первого президента, его героизм и великую жертву на во благо своей родины. Ларми Рамзан Ахматович. Хубен, Нукатурич Бора, Ахока. Йок, внимание, еш, Ахока, Дештек, Шадекире, он Баха, Хошна, Масана, Гашду, Хердах, Эстбен, Чулчах, Турич, Пи, Вор, Гуэдек, встречат вещи. Ista hokka hole gedet al wat binero hokka hargnis seri der reis galon dal dikens biqan boyla tagan ahwad yashtagal dal ya hero mekna amanu rof ibni ahmad Haji Kadiro dal azat qabul dal gigel ahyul sona wasal yashtagal hokka sirri jani yaluriyosh yat huma dalur dosh dat по большому счету милхо балао чингачи хажи гуштуи тундок на остал хул der reis dal dikens biqan boyla. Рамзан Кадыров пожелал всем приятного времяпровождения в этом замечательном парке. Он отметил, что в такую знаменательную дату отрадно приносить счастье народу, открывая для них полезную инфраструктуру. Открытую спортивно-культурную мероприятие, что новое, Биноевская весна, Халахшвайду Кушеш, Таких Дербанду, Шадона. Нажитва баха бошан пестер бен бошан дона жо топ на осал дона пестен нип сидадил дона космос пачалсон дака спортивный объект дак фил авоншлон дан хаз уголок до хокадон
سودان كيجينا حوش كتشيد نتقوسا ذاك واحد صدع بيستخلات يوغ شنزدون حوشل ليلو دالم ويليلو شتك شادرك شيدي حولي تويلون عامد عجين لا شغل قدرون عجين وي نوحجي جوا حاش مارش وغل وال تلوش هو جوا دون ظلم داح شوينك دون اللي شي تسويش شو تقول بس ندبوش دون وي قام تناديك هيز تصديت هو جوا شين دون دين غلق закон доиздел дона цаиш правила юч юл бюхмшен дона дона вен мерш дахит дона цан дона целый дон стратегии разработать дон со и стратегия хадош дуй и хада мен дона даршан дуй вот пункт что харфир пункт харфисяда ю 20 пункт бостон сте хадош дуй цун дас цун делой пемошку хара цаки амбук از بوچو خبر دیگر باقیم بخاره دان داره اوکی مشکل دانه سودو خیلی داد دیابت گیرم. Кроме того, в парке возведен мемориал памяти первого президента Чеченской Республики. После слов напутствия присутствующие официальные лица открыли обелиск. Во главе с руководителем субъекта чиновники возложили цветы к мемориалу памяти Героя России. Специально для верующих в этот день свои двери распахивает новая мечеть. Рассчитана она на 300 молящихся. Сюда Рамзан Кадыров также прибыл на торжественное открытие. Это подарок от регионального общественного фонда. Руководитель субъекта пожелал всем верующим, чтобы молитвы приумножались Всевышним, особенно учитывая, что раньше о таком количестве святынь нельзя было даже помечтать. يلخ ماجنا دون دو دلا وقع بقي ولاش دين شو عبادة دين دون ماج خلر دون سيلا دوش ماج دون حديث رأسون دين هر يشتغل تلوي هر يوخ متواتين دون شن مخا وما كان دقيق أديش ماج شلون وامر دار دير سمار خلو ولا زر قيد يش حجر شو كل عندك عاموش يشكول شو دون دين دون دين بيش بش دين ليل ولا بش صوب يشبو يشهد الرجال ولا يبيركت دون لا تصنعوا هيك مدول لا له ماجين بيركت عبينا وماكا دار دول لا له حرب عندوش يلتمن ضربة عنده يلقينون لا دعبيت كبير مسؤول. Заместитель муфтия субъекта Ансар Хитиев поблагодарил руководство за очередной Дом Всевышнего. Республики إيش در التعاشة تهنا دان ريمي والريسبوبليكا ها بعد قماش ديك دوخش أحمد حاج دال غزوة قبل دولتن أحمد حاج دال وينا أقوين ويقوم أنت هو تينا تلك يجي هلو إيش تصبوا بالبوش بالنقة يفهم دامن تو وهيلش دنيا نشوف وقش الشلزام تنشق على إدارة دخل داخل دال غزوة قبل دولتن رمضان حاج سا أتكلم برش تسهرهم دعسة ده حيار وتأهل دعس ليش وش إنك أحا تليل شزم زام بيانا أست بيبولا إنك دا بقلش بو قطوة صعبة أنا تو واحد اللي بشبال إنك دا بقلر بر رمزان أحا وينا حي دير سا حي دوزل حي داخل تقوى شاه ونخشي جوح أعداوة تندشتر هما خوش بولشان خو أردو تخوش بولشاري حي قلدو تشوشول تقوى حول باقي نيس خردات وزغل وشول دالة هربا عندوش دال دنيا آخر دال ديقل دولها دال شي قرآن جوح بوغ هجدك دو وردات بوغ دولخ
قيمة دينك تيش واتشتك بطل دال هون ديك دينا وتحون دين دوشتوش ديكم تدال تخونا ديك دينا نخشي قوم سي اي بلاح قرآنا بوصل بدينا دول ديش قد عوض ترباهم دولشة او ميتشا دولشة تنخشو دو آلا ملخش بتاح محتوخ إذا آل يشوش وتصلا نخشي قام يحجا جيتون بالخواتنا. В качестве подарка Рамзан Кадыров получил меч, принадлежавший устазу Кунта Хаджи Кишиеву. Да будет возвышена его святость. رمضان عجدال سيد وين وقت حاجة تور حوي مكة ويد شوينا حوي ميت دبي ويد شوينا عيدح جيش دقن شتجوا تام غلان تام دال وصل وجدال سيد شفاعة خمدا هيلوي. Совершив намаз внутри святыни, глава региона посетил зиярат Хаджи Мурида, который являлся мюридом Ташу Хаджи. Он, в свою очередь, был активным участником движения мюридизма в 30-е и 40-е годы 19 века в нашем регионе. Праздник был дополнен сельскохозяйственной ярмаркой. Здесь представлены продукция наших производителей, Аргунский мясокомбинат, Чеченские минеральные воды, а также овощи и фрукты от Юг Агрохолдинг. Национальный лидер заглянул сюда, чтобы лично убедиться в ассортименте и качестве продукции, которая теперь выходит на внешний рынок по России. حاجة دان احتو واق موتن قرب المرجي هو غليش ناتش سيريوزنا تانجا اوش دوشغا خليل خير هرم موت سمر розовый помидор шипар. Картошка и ход больше. Кто знает? Да, кто знает. Как нос еще да, да? Кто знает там я. Бери да, скажи да. Сахи микати от 6 месяцев, до 40 месяцев, хамад от 6. Бабидор. Натуральный. Это все показывает высокий потенциал региона. Ежегодный фестиваль «Биноевская весна» – это большой праздник для муниципалитета, ведь он символизирует собой открытие новых социальных объектов, строительство дорог. Всего того, что необходимо жителям Высокогорья. И, как видно, с этим здесь справляются на отлично. Результаты удивляют каждый год. Турпал Алита Исумов и Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести», Чеченская Республика. В рамках Биноевской весны по традиции прошли большие скачки. Гости и жители региона смогли насладиться волнующими забегами и лучшими скакунами. Как прошло спортивное мероприятие, расскажет Адам Магомедов. Наша съемочная группа направляется на ежегодный фестиваль «Биноевская весна». Ехать туда около 100 километров. Это примерно 1,5 часа езды. Дорога довольно живописная. Можно встретить много интересных пейзажей чеченских гор. Благо, в рамках подготовки к фестивалю был проложен хороший асфальт, поэтому добраться туда нетрудно любому желающему, каковых много не только с Чеченской Республики, но и с других регионов Российской Федерации. Самым ярким событием среди спортивных соревнований фестиваля, приуроченного к 230-летию известного чеченского полководца Байсангура Биноевского, стали скачки, большим любителем которых является глава региона. Он вместе с внуками первого президента Чеченской Республики и соратниками лично приехал понаблюдать за захватывающими состязаниями. Тут же его ожидал приятный подарок от министра труда, занятости и социального развития Усмана Баширова. Это 2-годовой скакун с хорошей родословной. Внимание! Главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову вручается жеребец чистокровной верховой породы по кличке Мирзада.
На конноспортивных состязаниях всего 3 заезда. Первый из них приурочен к 20-летию регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. 20 скакунов преодолевают 2 круга с общей дистанцией 2400 метров. Победителем заезда стал Тимур Гусейнов из Махачкалы, впервые принимающий участие в играх. Жокей стал обладателем нового автомобиля Джили Манжаро. Награду вручил министр по физической культуре и спорту региона Ахмат Кадыров. Круг очень сложный. Очень рад, что выиграл. Чуть трудно было это сделать. Ну, проехал хладнокровно, рассчитал силу, возможности лошади. Получилось выиграть. Следующие 2 заезда были приурочены к 230-летию чеченского героя Байсангура Биноевского и героям-участникам специальной военной операции. Их выиграл сын погибшего соратника главы Саид-Хусейна Закаева Хамзат. Призы вручают генеральный директор спортивного клуба Ахмат Эли Кадыров и начальник отдела обеспечения безопасности главы республики Адам Кадыров. Ну и второй раз на награждении Хамзат Закаев. 2 скачки из 3 он выиграл. Биноевская весна сопровождалась множеством интересных событий, в том числе и религиозных. В школе хафизов имени Ташухаджи Саесановского прошел 5-й республиканский конкурс чтецов священного Корана. Также была представлена экспозиция из 20 картин студентов Грозненского нефтяного института строительства, архитектуры и дизайна, связанных с национальной культурой, сельскохозяйственная ярмарка, где был продемонстрирован широкий ассортимент продукции, выставка печатных изданий, организованная Министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации, дабы гости могли ознакомиться с книгами известных чеченских поэтов, ну и конкурс истории Биноя. Адам Магомедов, Саидамин Мусаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика. Во время фестиваля по сложившейся традиции открыли ряд социально значимых объектов. Обновленная участковая больница стала настоящим подарком для граждан сразу нескольких поселений Нажаюртовского района. Одновременно в Биное прошла массовая бесплатная диспансеризация. Глава региона лично поздравил всех с открытием и оценил условия и качество медицинского учреждения. Какие проблемы решит появление нового объекта, расскажет Медина Мударова. Новое, светлое и просторное здание возведено в рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения и рассчитано на 150 посещений. Торжественное открытие Биноевской участковой больницы посетил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с внуками первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В приветственном слове министр здравоохранения республики Адам Алханов поблагодарил руководителя субъекта за постоянную поддержку системы здравоохранения региона. Огромную помощь оказывает и региональный общественный фонд. Открытие такого объекта – еще один важный шаг в совершенствовании медицины Чеченской Республики. Мы открываем Биноевскую участковую больницу. Это стало возможно благодаря главе Чеченской Республики Героя России Рамзану Ахматовичу Кадырову, который уделяет огромное внимание развитию системы здравоохранения нашего региона. Объект построен в рамках регионального проекта модернизации первичного звена амбулаторно-поликлиническая помощь. Рассчитана на 150 посещений и будет обслуживать свыше 10 тысяч человек, включая жителей ближайших сельских поселений. В больнице имеется 33 койки дневного и круглосуточного стационара. Новая больница оснащена самым современным медицинским оборудованием и укомплектована высококвалифицированными специалистами. Здесь созданы максимально комфортные условия для пациентов. Хочу выразить слова искренней благодарности главе Чеченской Республики Героя России Рамзану Ахматовичу Кадырову за его постоянную помощь и содействие системе здравоохранения и президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова за всестороннюю поддержку медицинской отрасли. Обращаясь к присутствующим, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил жителей района и подчеркнул, что повышение качества и доступности медицинских услуг было и остается одной из приоритетных задач. Открываются новые больницы даже в самых отдаленных и высокогорных районах республики. Регулярно завозится дорогостоящее оборудование и привлекаются специалисты высокого уровня.
Lorde Tarelch, Ushbol Mara Tarelch, Ushbol Ristarelch, Dona, Christo Wuche Haus, Don, Jawalo Schwinek, Don, Wayne Malet, Wayne Ush, Don. Ich hätte bei Mosumeta Rausch Tour del Dolda, 2 Delach, Dona, Maximalna, Dona, I Rausch Tour Rech, Dokwe, Mosumeta, Don. Горни територии, ja, равниннича, Don, Meta, Don, така, Градашка, Don, Dalmola, Don, Noch, Don, Mogshallari, Don, Shash, Mella, Don, Avjur, du alla hitsun, Don, Dukdeg, Don, Shir, Dwez, Don, Mogshallari, Don, tak, Shadon, Mogshallari, Shilch, Dukku, Don, hence, Dünenç bol heğoldoç nahabu don han yahlu don ojalım satılıyat don ojal yazya şegü yazyetne güdon dilah dona hakar yol ojal ahdona lari chandona yahyalu şu don tsindel dona mogşal lari yaşılç dak şaba andoş dona wala gherç tsahil chandona Akwain Dona, Atherdred Masana Don, Dalmola Don, Way, 12 Don, Ushbol Hirsvuserbu, Likarsten Preparach La Turdu, Way Dekusdol or Lurich or Don, Amu Hauserbu, Daka Dabon Bol Lurch Don, Tanhena, Ustabalo Don, Hotmat Kadiros Don, Shashistia Besh Bol Boel, Selan Tobmar Don. يغاديش إيرتو دون إشتابال إنسان أسلوبيش إشتابالو حوصردو دون داقوي حبالين بريكماندرو وني دون داقا حباكن ويدول شفريمين نباك نشترونو إشلابيولخ ويبوها ويبولش بيش دون باويفيني كواليفيكاتسي دون استيعبول با حوصردو ميلا دون تسونغشن دون درب خليت أويوغر دقوي دون شو قاعد يخردر دون تونغشن دون دحل 50% دون تندرب دحل يستول دوغ دون أعتن حاستن دوغ دون أعتن يستول دوغ دون تلاق يقر دون زد دون بلنيتي جي دون شايل يعلم يتش بلنيتي شويان يول دون سو دون بلنيتي شويان 8 minut عليه طنين تليفون يتشري شينو ما خلادات شا وجهتاي اللي شاد عيقامي قردوش دون وتعرفوا هدنا دون حينت بتشوقع ما ياتسو شاتاي اللي دون اتشوقع شو ليرو دون سن قميل دينا دون سرنا أبرياتي يشوتن دون تودينش قميل دون وجه برختي يقن دون شات أياغي بلني شو شاتاي اللي علمه أياغي شرق دون أتحول شو دون دوتك ديك دون تي أولي دون قيج أو دوك دو دون شاول ولا ماشتون قيدون غد دعوة وداستون خصدق ويشتون دقة بلنيتي أتغروات شوالا ولش دالس بلنيتي دون بولر دويل دون تشوكات يعني شو دوش مديسيل دون دال دون دغدا دويل شو دون دال بيركتي ويل هرهزم دون دال هو شعب يال يوش بيش خيبول غرس После торжественной церемонии перерезания красной ленты Рамзан Кадыров оценил новые условия для жителей. Посетители смогут пройти обследование и лечение по ряду направлений. Есть кабинеты физиотерапии, рентгена, 2 стоматологических, детский и взрослый. Также кабинеты врача-педиатра, терапевта, акушера, гинеколога, хирурга и лаборатория. Все они оснащены современным оборудованием. В ходе осмотра Рамзан Кадыров встретился и пообщался с врачом с самым большим стажем работы Асмой Кутуевой. 57 лет стажа.
Да, вот я его дом. На орден Кадырова представила он. Да, вот я его дом. Да, мы что я его дом. Да, латойшу. Хоспита школ сохдина. Рейс душило? Дерду, алхамдулилlah, рейсту. Да, мы что ловим, там 57 человек было. Асма Кутуева работает врачом-педиатром в Биное с 1968 года. Закончила Северо-Осетинский государственный медицинский институт. Далее проходила повышение квалификации в различных городах России. Женщина признается, работала не в простых условиях, порой даже сложных. Нехватка персонала, медикаментов и качественного оборудования. Несмотря на все это, Асма оставалась верной своему делу. Теперь в новой больнице есть все необходимое для лечения пациентов. По колено грязь, снегопад. Никто из медработников, которые со мной были, вот средний медперсонал, не жаловался. Все как так должно было быть. А вот с приходом главы Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича все изменилось. У нас появился газ, водопровод, транспорт. И в каждый далекий угол, отдаленный угол населения на транспорте медработник может поехать, обслужить больного. Новое здание значительно разгрузит поток больных. Для жителей это большая поддержка. Больница будет обслуживать более 10 тысяч человек из 12 населенных пунктов. Стоит отметить, что медучреждение регулярно принимает участие в проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Нажаиртовского района. За 6 месяцев текущего года ее осмотр прошли 2289 человек. Новый автомобиль для нужды больных хаж. Врач в любое время может выехать на автотранспорте на обслуживание больных. Вызов махилняха и штабёх врачи будут хронические паллиативные больные на выехать теж бригад шут. Больница что уешила ер халхе больниц старые ер жима ер условия шиацера хинца по новым технологиям. Тем временем гости и жители района активно проходят диспансеризацию в Биное. По инициативе министра здравоохранения региона в ней задействована и выездная бригада республиканской станции переливания крови в составе 25 человек. Мы работаем в этом районе не в первый раз, и нам очень отрадно, что здесь сегодня высокая явка людей. Приходят люди, сдают кровь. После донации донор получает, согласно российскому законодательству, 5% от прожиточного минимума и компенсацию, которая выражается как компенсация на обеспечение горячего питания. Перед тем, как сдать кровь, человек должен пройти регистрацию и медосмотр. Исходя из состояния здоровья, определяют, подходит ли он для донорства. Донация идет в объеме 400 мл. Также для гостей есть возможность сдать кровь и получить за это денежное поощрение в размере 2500 рублей. Стать донором может человек старше 18 лет и весом более 50 килограмм, не имеющий противопоказаний к донации. Акцию инициировал региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. В ней принял участие руководитель ведомства Адам Алханов, министр сельского хозяйства Чеченской Республики Висхан Мацуев, первый заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Лом Али Садулаев и генеральный директор фонда имени шейха Зайда Анвар Усманов. По завершению процедуры Адам Алханов подписал соглашение о вступлении в федеральный регистр доноров клеток костного мозга. Сейчас мою кровь отправили на обследование, и после он будет включен в регистр, и как вот, я понадоблюсь, я буду как тут, но издам часть своего костного мозга, я скажу. То есть 5% костного мозга. И, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова за то внимание, которое оказывается в нашей сфере. И хотелось бы поблагодарить региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова за ту поддержку, которая отводится нашей отрасли здравоохранения. И плюс хотелось бы поблагодарить куратора здравоохранения Чеченской Республики Рамзана Кадырова за то, что за такую возможность и за такую идею, которую нам представлена.
В пункте сдачи крови целый день стояла огромная очередь из желающих. Пришло множество гостей и жителей района. Хотела сдать кровь. Ну, бывает же у нас СВО раненые. Может быть, им моя кровь пригодится. Поэтому так подумала я. Ахчдал сахдойла, поймание неси у нас улуштубар и дала дагмелячманди дал сахдойл без. Также на территории развернулись мобильные медицинские модули, укомплектованные всеми нужными диагностическими аппаратами. Это рентген, флюорограф, маммограф, передвижная поликлиника, ультразвуковое и функциональное исследование. Со всей республики при необходимости сюда привлекаются специалисты. Главное, чтобы было удобно местным жителям, чтобы они могли за один день без каких-то записей долговременных и очередей пройти диспансеризацию. И уже на следующий день несколько сот человек будут прошедшими диспансеризацию и иметь полную информацию о своем здоровье. Эль-Рабид Зият Салих, врач с Палестины, работает в центральной районной поликлинике в Грозном. Как и остальные врачи, решил принять участие в выездной диспансеризации. У нас здесь в палатке есть и терапевты, и урологи, и офтальмологи, и вот и врач. По каждому они проходят у врачей. И если что обнаруживаем какие-то патологии, мы отправляем их к нам, в Грозный, и назначаем лечение, и нужные обследования. Людей достаточно много приходят с удовольствием, мы тоже очень рады их встречать, очень рады помогать и назначать лечение. Я бы согласился каждый раз сюда приходить. Мне очень это нравится. Как отмечают сами гости, для тех, у кого нет возможности пройти медицинский осмотр за пределами района, диспансеризация – самый удобный вариант. Думаю, так удобно сразу в один день разные вот эти кабинеты пройти. И поэтому пришел пройтись. Вот сейчас в данное время в основном я уже прошел везде, уже финишный дошел. По результатам осмотра каждому провели краткое профилактическое консультирование и выдали справку о прохождении диспансеризации. При выявлении подозрений на осложнение заболевания для уточнения диагноза пациентов направят на дополнительное обследование. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Магомед Тутаков при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики Вести, Чеченская Республика. Завершился фестиваль яркой национальной концертной программой. Зрители окунули в исторические события, когда чеченские герои сражались кинжалами и мечами против врагов и завоевывали множество битв. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Самой яркой частью фестиваля «Биноевская весна» стало вокально-хореографическое театральное представление. В этом году оно было приурочено 230-летию со дня рождения выдающегося полководца XIX века, выходца из высокогорного Биноя Байсангура Биноевского. Этот красочный вечер вместе со всеми разделил главный гость мероприятия – Рамзан Кадыров. Право выступить первым отдали главе Нажаюртовского района Асламбеку Музуруеву. Начинание Ахмада Хаджи сегодня уверенно продолжает мой дорогой брат, глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Вместе с внуками первого президента Чеченской Республики. С самых ранних лет они вышли на путь служения народу. Сегодня республика цветущий край, где обеспечены все условия для людей. Наша молодежь имеет прекрасные возможности для самореализации в любых направлениях. Учеба, спорт, наука, бизнес, творчество. И явным примером чего является и фестиваль «Биноевская весна». Мы обязаны беречь и приумножать это великое наследие. Уверен, что так и будет. В этом году отмечает 20-летие со дня основания региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. От всех жителей Нажиртовского района и от себя лично выражаю слова огромной благодарности нашему лидеру Рамзану Ахматовичу Кадырову и руководителю имени Ахмада Хаджи Кадырова, Аймани Несиевны, за то, что вы столько лет уделяете большое внимание развитию всей нашей республики и благополучию каждого ее жителя. Рамзан Ахматович, тонармия мехда, ахо Нажирт районах.
Dinas dit volvelj, sach, dinostu erdaca. Зачитайте кечнел справок и ич дагуриал о адает на ахоре он адден цания направлениях, цания сферах, мискшнахан, этубачан, больницы вохвежчан, чува хусам галяльчан, мохбельч, догдеч, туак даяльч, цеяку шел моссо направлениях, ахдештол на остал, хоре он бахар хошна хушду, хун каждый раз текач юрта адел резгл, دالدكلز بيقم بويل بوخش إيش أسوالش دوخش تراكتر زيوت شخليو ليوتش كح أحليلوش دق أحديش دق يمسرنا قشتو دالدكلز بيقم بويل هون طبعا إيش تحون أولي غيتن حدويز لو هوري أنا دق ناقص دو ديش إيش سيت أرخ هوري أن باغر خويت أرخ مسيت أرخ ديلي يالشي ريزلون دالدكلز بيقم بويل أخ تسيل الله أكبر. Биноевская весна каждый раз удивляет своим масштабом и организацией. Тысячи людей остаются под приятным впечатлением долгое время. Этот фестиваль дает возможность в очередной раз вспомнить, насколько мы духовно богаты. В этом благородном деле большая заслуга Рамзана Кадырова. Приветствую участников и гостей фестиваля народного творчества «Биноевская весна 2024». Ежегодное проведение этого замечательного фестиваля стало доброй традицией. Это целый комплекс мероприятий, который имеет большое значение для сохранения культурного наследия наших предков. Сегодня в условиях сильного влияния глобализации важно сохранить свою национальную идентичность и самобытный культурный код. Как говорил наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, без культуры нет нации. Вместе с тем, Биноевская весна – это настоящий праздник, который дарит яркие впечатления тысячам участников. Кроме того, в эти дни мы вспоминаем наших героев. Байсангур Биноевский был одним из самых ярких и выдающихся деятелей чеченской истории и примера самоотверженного служения своему народу. Оглядываясь назад в прошлое на 200 или даже 20 лет, мы больше ценим настоящее. За 2 десятилетия, благодаря поддержке руководства государства, нам удалось добиться народного благополучия и процветания на чеченской земле. Мы заботимся о сохранении своих корней, культурных и семейных ценностей. Выстраиваем прочные, гармоничные связи со всеми народами нашей огромной страны. К нам приезжают гости со всей России и всего мира. Им интересны наши традиции, истории, архитектура, природа. Они хотят развивать с нами партнерские и дружеские отношения. Только через культуру и духовность мы сможем воспитать настоящих патриотов и защитников своей страны. Глава региона высоко чтит национальные традиции, культуру и историю нашего народа. Чеченская земля взрастила множество героев. Один из них – прославленный полководец Байсангур Биноевский, бесстрашно сражавшийся под знаменем Газавата. ويقون غيدون ويبيت دحادات بشدون ويبيت دعيتنا داتش كيتش جيروش سير قون غي بوغش بلنش بويتي عليش سمنوات بولشي تيش دختيخ كان كريو ويمكح ويتشير جولادون داك حول لدو ولشدون يشتفون قلتي عليش سويتسكي سجولشين عدونا ويقام دون بقلا دون ميرقام شيدون بوخ بيش شي موت بيش شادونه ملخل لعش دول ديلا وي شيغر صبوغ حدا قرحان وي حيزن إزدون وي دعت ديل دال مولادون بعشر شكادون إزر شرشكا وي قامدون حدوشتون وي دائما لردغيرت نقدون تغن ويقح لردل وي كرعدوخ ويقع دقتون ويش مسودون ونغوش مسودون ديكشنا دين دعنش شادرتان ويقومت حيرتش ويتصندوق دون ويقام دون مارش داغري عدودون موح خزلوش بودون تايو تقيدرش مقشوش فيك قلت تقيدش فيك تقول دون يقعدون أحلاتش دون تعملون أعملون سو أدم دون نوحش دون تانو إتبريت دون
أطعي إتلا شوط إتلا بعلي دا دون تقيت في بالغ دون إز دون دوكم دات دون ويبرشكا دون بيزاد 1% دون كاجتش دون كاج 12 دون دا إسترنا 12 داس دون أتسندي على ويدول شام دون 99% دائما دون وي دعوش بول نيق دون يجع بيش بول دون إز دون نيق لر بيش بول دون تان دون بينا وي بوش لكود دون وي نبغن بول بيش وي تي محتوى تياقش يشو وي تان هندي وي يش بقو قيسن سر دون إش تغلى إش دون أو ماستري تغلى إش دون إش أم ديش غلى إش دون دلحت سر أو ماستري بيش تناخ لك دون ديابولير دون هنزي وي ليلوش ديك دون وي موت بيتش بوش بولزنا دون وي خلاتسكين وشو وي موت بيتش بوش وي بچاقل دون دو أكيانل ديح بولش ناخ وي موت بيتش بولشارج وي خلاتس دون دست می قمیلش دوید اش بعد باش دق دان تبش دان کمنتیرت دیش یاد دیش هول هونت آخذ دوچ دلمش هونت آگینا دوچ دلمش خش گیش مگروچ هول همش دان یاد دو دیتا دویت دق از بخ بات سخن ال وحدیلج قیاحتیش یقانا دویت سو یقان عنا دویت سو هوند آچی از دان تنیولش بیت آتیاش آش لوزالوش ایسن همشش ساكن بتاعيش على راديو دون ل موسيقى السنتر على بتاعيش على ليوش على إسن دون يون يليقش عن يليش دون ساق لدوش بش خلاها أق دون إدو جلد لج وي دون بو جدو إسن يلومش لدوها وي دون حال دون جلد القيرن بدون جلد القيرن بجدو وي إسن دش دون شوب وكربو تناهن وبو خربوق سندينان وشن شيء بيرش سال لرزر باندوش وي طبعا هبو سبورت طبعا كولتور وقع طبعا народный دون творчество دون غور خاكش دون دعوغنج متا دون خزر طبعا لمنش كدون خز بقودا يردون دوش دون دعوغنج متا خز قميرش دون يوش خز استوريش يردات دون ماجد عدوال زيرتي ويوش دون حجرة قرآن عامش متا دون مصومات عندنا مصومات درقوقا دون دال مولا دون مصومات دون ومحكا دوش لك تسخر دو يهودو دون ديل دوش دون بيامر سنة دال مولا دون يهورد دون نوحشي قوم نوحشالله إز سلز دون سوداقن وديتي يشو سامة داس دون نوحشال دون كودكس چيستي دون وي دون إنو نوحشي غير باندوش ويگر دون ويگر صبو حداق للدات دون نوحشال باندوش تغن وي كنستوزيات زكونتيات تغن وي قوم شاميل يلتلن خارц دعايقنا Так же, как и воины прошлых лет, сегодня бойцы из региона защищают свою религию и обычаи в зоне проведения специальной военной операции. Рамзан Кадыров отметил смелость, мужество и патриотичность биноевцев, которые принимают активное участие на линии фронта. دون يمان صوب الويل دون شيغان تشير داحجين سنساغتا اتاس دون ميرليت ديكاليت يحيرش دون حلوال موسى وش دون تياقوش بوش داس وتسام بينر بوش دون قيد ومخر دون بيست بوت اس دون هو كيرتا دون هوشتا هو كيرتا خلدول بيرشتوش دون سير كمان ديرش دون رست دون اونيكالني بيرشتوش بوش دون اوغي دون يوش مت داخيتوش دون شيء داي مغلر دون شيء داي سنديكس اياقوش دون تغن دون تسارلر ديشتك ودو وي نوحشال دوخ بوسال دين دوخ سارلر ديشتك دون تسار دون بيش بولت ام ديالوران بعد تسار بيش بولت ام دون رسين دعال بيش ام دون تسار بيش بولت ام ادملين دعال بيش ام بوزون تسار رسين وتغنا شيء بلي تاتيغيش دنيان شو عدونا هيت سعدونا Великая Британия юг церковь дон. Хуне один чул бат церковь дон. Выставить на юг дон. Хуне один чул миллион чул прихожан чул бош бат дон. Дин отказывать здесь дон. Шейт на школ дон. Адмир шейт на школ дон.
işeytni bol erbekkan iş dona dahuş propaganda yolda dona tsundu al işeytni balan dual dona rasi rukovos yolda dona şehir gidu ala yolda dona hoç vaşe politasyaş dona tsar dona zapad ve Avrupa dahuş politik yudat dona tsar hubo dona tsar dona ya kant mal bo da nana mal bo dona tsabo dit işoç dona همش دوش دل دانه هم دال دانه و دیش دان یتن زمیار دال ملاقات دان و گنت دان سخز دان قا باش طولم باش بیو همش حال کنت زبور بوم دالش عالش بول دالش لر بول دال دان خز دین وشوین ایش مدول دان دنیان چاویش دان یاکشل هند دان ایچ دوق ویهر ور علی خشگ ازگ ویهر ور عال دان اخارش خلچ دان و ایچ دوق ویهش هم دوال دان ایچ ازگاه دیل دان دنیان چه داور سول دل سود دان چون دل دان دل مولا و دنیان چه یاکشل هند دان دل دان تگان دان و دنیان چه داور دل دان آیا بردوی بوسال دین لرد ناچل لرد دان دل عالش دویل و دان دل موسو وچون لرد دویل دل با وتویل احمد سیل. В связи с празднованием большой даты и фестиваля сотрудники Министерства культуры Чеченской Республики подготовили театрализованное выступление надлежащим образом до каждой мелочи. В этом проекте задействованы ведущие коллективы региона. Представленные номера раскрывают образ чеченского полководца Байсангура Биноевского. На площадке отобразили исторические события, передав их в хореографическом образе. Чеченцы, наследники древней цивилизации Урарту. В наших венах течет не водица, ума и доблести нам не занимать. И прародительница наша не волчица, а благородная чеченка мать. Мы вольницы, вскормлены вместо молока, как дети просты и как старцы мудры. Участники в национальных костюмах, используя острые кинжалы и щиты, раскрывают одну за другой истории, связанные с отважным Байсангуром Биноевским. Далее представили ролик, где вдалеке под лунным светом мать качает ребенка, напевая колыбель. بنويلم نشويجو محتابو سينا استغلاك إدا يرغدو. Каждый эпизод содержит разные периоды жизни полководца, в которых отражены обычаи и культура народа. Главным посылом всего повествования – патриотизм, уважение к духовным ценностям, любовь к родине. Для зрителей показали постановку о традиционном чеченском обряде затягивания пояса кинжалом. Старцы посвящали мужчин молодых юношей. Представленная работа еще раз дала убедиться, что это был человек необычайной смелости, отваги, который, несмотря на значительные раны, продолжал сражаться в боях. Священное знамя Байсангура Биноевского передали герою нашего времени Рамзану Кадырову. А сражение все кипело, в глазах темнело, в ушах звенело, словно разъяренный лев, которого охватил гнев. Во главе конного строя Байсангур ворвался в пекло боя. Не выдержав натиска, враг скатился в глубокий овраг, бросая на ходу ружья и клинки, разбиты вражеские полки. Бинойский волк показал клыки. Артисты чеченской эстрады воспевали героизм и мужество Байсангура Биноевского. Mehkasilar dina, kay dünya gaddina,
Мастерски была показана грань, связывающая прошлое поколение чеченцев времен отважного Байсунгура Биноевского и современников, последователей пути Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Первый президент Чеченской Республики и Рамзан Кадыров являются сегодня национальными лидерами, подарившие чеченскому народу мир и светлое будущее. Заслуженная артистка Чеченской Республики Амина Ахматова передала это в своей песне. Глава региона уделяет большое внимание памяти чеченских героев, гордится их подвигами. Депутат парламента Магомед Хамбиев, выходец из села Биноя, выразил слова восхищения и благодарности руководителю субъекта. تقصو ديل دو حق شاش داين كوكس حش دعداقن ماتش إسان بولش تربل خوش حق دعداقن ماتش وين قوم ماست خوش بوصل دين ماست خوش تيهي غير توش تكوكس حيوكس حدي ان دولا وين قوم هوي سي تغنا وين مخك داس اينا إشت وين تربل هوي مسيريت أرخ بطليون شيش Os bataljons halga hittua turpelgoy I boysgor garsan I Sheikh Mansour garsan kenti qiabish kamandirsh bish yuqtagan way pachalqante tazulum ötten chen ik enti I turpelgoy halga bolsh I bataljons arayo way pachalq laria way dozen slarda. К самому яркому событию года все участники фестиваля готовились очень трепетно. Ответственная задача была возложена и на представителей культуры. Автор представленной постановки стал писатель Леча Яхяев, режиссер-постановщик, народная артистка Чеченской Республики Аймани Айдамирова. Сегодня уже 230 лет со дня его рождения. И над этим проектом работала вся большая наша команда. Естественно, Хадижа Рамзановна Кадырова очень хотела, чтобы мы максимально раскрыли весь образ Байсангура. И мы постарались. Долгие месяцы оттачивали свои номера и участники ансамблей. К данному фестивалю «Биноевская весна» мы работали у нас на базе, в филармонии, работали очень много, усердно, чтобы показать быт, культуру Чеченской Республики, чеченского народа, самобытную культуру. Зрители получили большой заряд эмоций и остались под сильным впечатлением от увиденного. И, конечно, поблагодарили Рамзана Кадырова за бесценное внимание, которое он оказывает своему народу. Биноевская весна, بدرك أرجع بينها وين أرتش سنة وين глава Чеченской Республики كتشناي مسوما دا لوجت مسوما لوج إيشي مسوما دا سيدوي نحكي حسنا خز праздник мероприятий еще меткшая цанатун хита царит. Завершение мероприятия ознаменовалось запущенными в небе салютами, которые осветили ночь. Лейла Муртазова, Мосыр Хаджиев, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики Вести, Чеченская Республика. Делегация Российского университета спецназа имени Владимира Путина приняла участие в 10-х международных соревнованиях по тактической стрельбе Евразия Open 2024. Инструкторы из Чеченской Республики во главе с советником главы региона, первым заместителем руководителя учебного центра Дмитрием Пилипенко ознакомились с организацией соревнования такого высокого уровня в столице Урала. Всего в соревнованиях приняло участие 350 лучших стрелков из России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Достойно выступил среди них президент Федерации по тактической стрельбе Чеченской Республики Хасан Абдуев. Он продемонстрировал хорошие результаты в 24 испытательных упражнениях различной сложности.
В Грозном состоялось награждение победителей конкурса чтецов Корана, объявленной республиканской религиозно-просветительской газетой «Зори Ислама». Дети в возрасте до 14 лет соревновались на лучшее чтение 93-й суры от Духа. Всего в конкурсе приняли участие 50 человек. По итогам на первое место завоевал 8-летний Ахмед Абубакаров из селения Автуры. Второе место занял 11-летний Магомед Митаев из Исхан-Юрта, и третье досталось 10-летней Самире Арсемиковой из Грозного. Также особо выделившихся наградили благодарственными письмами. Поздравил победителей, выразив признательность всем, кто был задействован в организации, помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. نوشش وعدين لي قيام الدرس المعشرة سنة ليلو أهتو بوها وانا قاعدة يشتغل أهتو خلت عشر دين ليل دي مجدي هو عيرلان زي هو رزبان هو مرقة بوش تقريبا عيد الدرشة وينا دائم رمضان عشت بقي وعلم نحم الله حالا عبغان ويديش دين دوعن جهد لخوين طان دا ملاحق وكان خم بيشة بوسل بدولش نوعي دولش قراء ويقوم دوح خلق دوح قرب يقول دوي هر كونكورس قاطع بيتشك روشين متر بيدي كونكورس يوفريدا بيتنا أقا كونكورس أداء لاتشانا أقا تولو شايف جو كونكورس أداء لاتسك تولو شون ديرز غلدالات يحيى بيركتي يويلا. 20 июня стартовала приемная кампания в вузы и СУЗы региона. Выпускники школ уже активно выбирают учебное заведение, чтобы сделать новый жизненный шаг уже обучения на специальность. Многие благодаря своим высоким баллам рассчитывают поступить на бюджетную форму. О сроках поступления, методах подачи документов и образовательных направлениях Грозненского нефтяного технического университета выяснил Рамзан Абуев. Какое направление вы выбираете приоритетным для поступления в наш вуз? При подаче заявления о поступлении абитуриентам требуется установить приоритет для зачисления на выбранные направления. По 180 программам обучения распахнул свои двери для поступающих Грозненский нефтяной технический университет. Бюджетных мест всего 1075, очная форма обучения, в том числе 884 на программу бакалавриата, 113 мест на программы специалитета, это 5-летнее инженерное образование, и 68 мест очно на программу магистратуры. Заочная 288 и очно-заочная форма обучения там меньше сотни мест. Кто-то в раздумье перед самым важным выбором жизни, а вот Адам Эльбердов уверен в своем решении. Молодой человек выбрал специальность прикладная информатика и идет к своей цели стать программистом. Я собирался поступить на специальность прикладной информатики в Институте цифровой экономики и технологического предпринимательства. Выбрал я эту профессию, так как направление пользуется в последнее время большой популярностью и большой, так сказать, потенциал развития в будущем по всей стране и по всему миру как таковому. Выбрал я наш Грозненский нефтяной, так как он, можно сказать, является единственным наиболее таким масштабным и студентоориентированным институтом в нашей республике, а выезжать там за пределы республики не очень-то хотелось. При поступлении на программы бакалавриата и специалитета абитуриент может выбрать не более 5 вузов по 3 направлениям подготовки. Для этого требуется паспорт, документ об образовании и заявление о приеме. Мы здесь для того, чтобы проконсультировать наших абитуриентов. И мы думаем, что свою посильную помощь в этом деле мы окажем. В свою очередь, приемная комиссия делает все, чтобы всем была возможность и поступить нормально, и сдать документы вовремя. Также действует стипендиальная программа стимулирования талантливых студентов, согласно которой поступающие с высокими баллами ЕГЭ будут получать ежемесячную стипендию. Смещаются рамки, кого называть высокобальников. Если на техническое направление подготовки эта планка уже 190+ будет, а вот на направление социогуманитарное, там у нас небольшое количество бюджетных мест, там уже
Высокобальниками можем считать только тех, у которых 230+ по 3 экзаменам. Под сводами атриума университета каждый четверг звучат национальные мотивы чеченских мелодий. Организаторы культурно-просветительского проекта убеждены, что музыка – великое искусство, которое объединяет людей и способствует развитию личности. А еще здесь активно идет регистрация участников квиз-конкурса, призовой фонд которого составляет 5 миллионов рублей. В нем может принять участие каждый студент. Призы достаточно интересные: самокат, макбуки, смарт-часы, телефоны, в том числе смартфоны. Вопросы разного характера, они связаны с нашей республикой, с университетом. Какие-то предметные вопросы, некоторые с чувством юмора. В рамках федеральной программы «Профессионалитет» открыт прием по 37 направлениям подготовки среднего профессионального образования. Проект «Передовые инженерные школы» направлен на подготовку высококвалифицированных кадров в альтернативной энергетике, энергомашиностроении и нефтегазовой отрасли. А программа «Приоритет-2030» внедряет инновационные образовательные модели. Первое – это по динамике развития. Один из лидеров, ну, как минимум, среди технических вузов страны. Далее, здесь студентоцентрированная среда. Все, что мы делаем в рамках всех базовых процентов, главное у нас студент, и все вертится, крутится вокруг студента. Следующее. Мы реализуем мультимодельный подход реализации образовательных программ. Что здесь, не разворачивая эту тему, что будет интересно для студента? То есть, если он работает вахтовым методом, но очно, реализуется программа дуального обучения. Ему скучно сидеть в какой-то там группе среди таких слабеньких студентов, в том числе слабых студентов. Он может обучать в группе повышенной академической нагрузки, где темп обучения выше. Те, которым не нравятся вот эти теоретические курсы, вот на инженерной подготовке прежде всего, или же на IT-направлении, первые 2 года, они хотят уже работать. Реализуется, это уже авторский проект, формат перевернутого учебного плана. То есть, какие базовые профессиональные компетенции они получают на 1-2 курсе. График работы – будние дни с 9 до 18 вечера. Главное – не ждать дедлайна и подать все документы вовремя. Абитуриенты могут подать документы 4 способами. Лично доставить их в приемную комиссию, отправить копии почтой или курьерской службой, загрузить сканы необходимых документов в личном кабинете на сайте вуза или через госуслуги с подтвержденного аккаунта поступающего. Выбравшие бюджетную форму обучения и поступающие по результатам ЕГЭ должны подать документы до 25 июля. Приемная комиссия предоставляет доступ к онлайн-рейтингу поступающих, позволяя каждому отслеживать свои шансы на поступление в режиме реального времени. Ну а впереди для абитуриентов и их родителей время нервного ожидания, а успешно прошедшие конкурс будут обучаться в одном из лучших технических университетов страны. Рамзан Абуев, Шамсуди Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Беспилотные летательные аппараты – одно из важнейших ударных и разведывательных нововведений в современных военных действиях. От мастерства оператора дронов часто зависит исход боевых столкновений. Группа варваров спецназа Ахмат, стоящая из опытных бойцов, умело управляющих беспилотными летательными аппаратами. Они успешно выполняют задачи по оказанию поддержки пехоте посредством разведки. Помимо этого, военнослужащие в своей мастерской занимаются разработкой и усовершенствованием дронов, приспосабливают их под различные типы выполнения служебно-боевых задач. Эти дроны, они готовятся здесь. Это наша разработка, мы из этого пытаемся переделать. Кое-что нам не понравилось. В принципе, у него все, как бы детали все, скажем так, достойно качественные, но немножечко не под те задачи. И мы это переделываем под свои задачи. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.